Всем привет, дорогие подписчики! Для моего подписчика сделаю сюжет про Белое озеро. Попросили снять. Сейчас мы Через подъезжаем. 200 метров плавно поверните налево. Так, это я включил маршрутизатор. Доехать до адреса, который мне сказали. Так, подъезжаем к детскому саду Теремок. Попросили его заснять. Плавно поверните налево. Вот оно. Теремочек. Теремочек стоит. Сейчас я туда остановлюсь. Через 150 метров поверните налево. Так. Проехали в Теремок. Провода выключу. Ой. В этом доме мы когда-то жили. Кузьмина 22, 2. А вот 25-й магазин. Вот он. Сейчас он не знает, 25-й, не 25-й. Ну вот он, Теремок. Детский сад. Стоит, процветает. Красота. На месте стоит. Так, давайте я его сниму с этой стороны. С той улицы. Аэропорт сейчас строится. Тоже, видите, он там рядом дом, он КПДшка, я про него репортаж тоже снимал. Для моего подписчика Портоскова. Вот он, Теремочек. Стоит. Сейчас заход. Так, ну что, поехали. Дальше. Видео я снимаю для Андрея. Едем на его адрес, в котором он жил. Дачная 36/2. Поверните налево. Остановка Солнышко. Кто помнит? Аэропорт. Магазин Солнышко, вот он. Давно был. Сейчас не знаю, там есть этот магазин, нету. Улица Пилотов. А вот Белое озеро видно. Край. Сейчас попытаемся доехать до адреса Андрея. Ой, здесь столик. Через 200 метров плавно поверните налево. Плавно повернем налево. Через 200 метров, говорит. Ой, я здесь в детстве был. Последний раз. Где у нас 200 метров? Вон там, наверное, где магазин. Вот горы видно. Плавно поверните налево. Белое озеро находится возле гор. Магазин у сухого дерева. Это название красивое какое. Через 150 метров поверните направо. Через 150 метров поворачиваем направо. Вот хорошо, навигатор когда есть.
Поверните направо. Так, направо. Сейчас. Да, вот она, улица Дачная. Вот она. Через 100 метров поверните направо. Дороги у нас такие есть. Обычные. Ну, проехать можно. Сейчас найдем адрес. Так, вот 36. Значит, рядышком. Поверните направо. Эти дома, наверное, Андрей, помнишь? В твое время были, наверное, вот эти дома. Так. Решить дробь 1. Вы приехали. Спасибо, что используете 2GIS. Приехали, говорит. А, 36 дробь 2, вот он же. Что я проехал? А вот он этот переулочек такой, закоулок, вернее. Здесь кончается тупик. Вот Дачная 36 дробь 2. Но я дом не смогу снять. Забор, видите, какой большой. Так что, Андрей, извини. Бочка стоит. Вот он адрес. Ладно, поедем дальше по белому. Так, ну все, с Дачной я выехал. 36 дробь 2. Поехали дальше. По Белому озеру. Я еще, кстати, там должен был, по-моему, один адрес записать. Набережная, вот как сейчас помню, улица. Я сейчас посмотрю. У меня данные там остались. Что за дом Набережная? Это, по-моему, где пост ГАИ. Улица там Набережная была. В мои года, по крайней мере. Там у меня одноклассник жил. Одноклассники два. Игорь Кукаев и Андрей Кукаев. Нынче, к сожалению, сейчас их нету уже. Так, ну ладно, поедем дальше по Белому озеру. Прокачу я вас. Вот оно, Белое озеро. И там у нас виден аэропорт. Улица Жуковского наша. Также котельная, где мама работала. Вон видно детсадик. 24-ю школу видно, новую. Сейчас я зафотографирую. Так, ну ладно, поехали дальше. Прокачу я вас вокруг Белого озера. На этот островок я не заеду. Здесь у нас едет автобус номер 14. Сейчас он, по-моему, до сих пор едет. Это мы едем. Здесь давно была конечная 14, сейчас она дальше туда продляется, вот под гору, поближе. Теки Адулока здесь улица. Вот этот магазин был на конечке 14. А кто-то там спешит, меня хочет обогнать. Газа прибавим. Сейчас мы едем в сторону Газпрома. А Белое озеро, основную часть я там с той стороны покажу, со стороны аэропорта. Может, кто-то здесь жил, но
Андрей, уж точно ты явно ходил здесь. Туда, на гору. В лес. И для наших всех портовских. Всем портовским большой привет от меня. Пишите адреса, сниму по возможности. Ну, видите, здесь остановочки сделали, асфальтик. Все отлично. А давно здесь грунтовая была. И мы с Белого озера, по Белому озеру, с Жуковского шли сюда пешочком, на лыжах, на гору кататься. Улица Покрышкина это. А здесь у нас какой-то автобус есть. Конечка. Не помню какая. Какой маршрут. Здесь Маганское кладбище у нас наверху. Все портовские здесь лежат, наши родственники все. Мои предки все тут лежат. А вот маршрут номер 2, конечка. Так. Здесь уже военно-грузинская дорога началась. Вот это, по-моему, санаторий Алас был, назывался. Так, едем Газпром. А там через Газпром поедем на пост ГАИ, и там будет видно Белое озеро. Попытаюсь к нему как-то подъехать. Память у меня хватит. Так, что-то я разогнался далеко. На Газпром же не здесь был поворот. Ну, конечно, я проехал его. Сейчас разверну. Так, вот он этот поворот. Что-то я уже забыл совсем. Напротив санатория этого бывшего. Или он работает, не знаю. Вот она, эта дорога. Улица Эхал называется. Дорога, конечно, у нас тут такая в качкарях. Хо-хо-хо. Колбасит. О, пропускает меня. Сейчас проедем. Ребята теплушку везут куда-то. И вот так мы тихим ходом заезжаем в микрорайон, и как говорится, поселок Газпром. В советское время там элитный магазин был такой крутой. Он сейчас в плачевном состоянии. Не знаю, газпромовский как довели до такого состояния дом. Такой магазин был шикарный. Ресторан там был. Ну вот. И заезжаем мы в Газпром. Поселок газовиков, так сказать. Сейчас проедем здесь в школу. Такие дома здесь. Ох, зарядка отвалилась.
Здесь частный сектор в основном. Ну, Газпром тоже растет. Вон дом построили новый. За ним школа должна быть. Да, вот она у нас школа. Улица Газовиков, так и называется. Там деревянные дома есть двухэтажные. Заасфальтировали хорошо дорогу. Может, кто жил в этих домах? А это детсад. Белое озеро большое, вот здесь чуток его видно, Белого озера, водички. Из забора. О, зелок 130. Вот такие дома были советские. Ну, они так и есть, стоят. Место высокое. Нормально. Сейчас мы подъезжаем к знаменитому газпромовскому магазину. О, так его сделали, что ли? Смотрите. Здесь конечка автобусов. Вот оно стоит. О, ну классно. Что-то там делают. А то он был весь в плачевном состоянии. Да, он ремонт сделали. Вообще отлично. Это радует. Это очень радует. А вот это Маганский тракт, дорога. Налево поселок Маган. Можно добраться. А там и на охоту можно. И на уток, и на зайцев. И на глухарей. На все. Водоколоночка. Налево дорога на Бурятский идет. В Малую Большую Марху. Так, давайте я сейчас посмотрю. Здесь будет впереди блокпост милицейский. Полицейский, вернее. И адрес я посмотрю здесь. Улица Набережная, она здесь была. Как раз заодно и сниму, если он сохранился у меня. Кстати, магазин у мосточка. Под этим мостом мы в детстве купались. Так. Вот незадача-то. Улица Набережная, адрес у меня не сохранился. Какой? Если смотрите, напишите, пожалуйста, еще раз. Что-то я его не сохранил. Странно. Ну, улица Набережная, она вот здесь. Вот она идет. Вот там вглубь она. Это окраина Белого озера, вот она. Это вторая набережная. А самая просто набережная, или первая, она там возле озера она прямо. Это я хорошо знаю, потому что у меня там одноклассники жили. Все, едем на Белое озеро. Вокруг. Вот пост ГАИ. Да, я камеру так в бок поставил, направо, чтобы посмотрели вы родные места. Ох, это Белое озеро мы 100 раз обходили. Здесь дорожка была вокруг. Газпром вон видно, где каменное здание большое. Вот оно, наше родное Белое озеро.
В советское время здесь такой хороший пляж был. Все отдыхающие, кто-то там прилетающие, улетающие, все были здесь. На пляжу. А пляж он был вот здесь, а вот за этим зданием. Сейчас вот этот какой-то комплекс строят. Спортивный, по-моему, что ли, который сейчас здоровитель. Не знаю, как им тут разрешили, здесь же зона все-таки природная. Пляж Белого озера знаменитый был в свое время. Вот здесь а наши дома Жуковского были, вот котельная Матушкина. Аэропорт там видно. А пляж был вот здесь прямо напротив. Сейчас я туда как-нибудь заеду. Посмотрю, попытаюсь заснять. Здесь у нас рынок Белого озера построили. А в мое время здесь ничего не было. Здесь поле было. Мы здесь в футбол играли. Проказничали тут. Дихлофосы взрывали. Ну, короче, дети как дети были. Занимались хулиганством. Потихой. Сейчас тут рынок. Да. Пляж сейчас не узнать. Сейчас я тут закроюсь. И пройдем посмотрим. Никому не буду мешать здесь. Вон котельная розовая. Мы жили вот правее сюда. Улица Жуковского была. Вот она прямо вот здесь. Здесь Можайского. Леша мой одноклассник здесь жил. Кузьмин. Ну, тут много одноклассников было. Куча детей. Видите, все здесь застроено, заросло. А пляж был он вот здесь. Вот на этом месте был песок. Видите, все заросло. Здесь песок, пляж, грибки стояли. Давайте пройдем. Белое озеро покажу так. И видите, вот это здание как рядом с озером. Охранная зона-то, по-моему, от воды-то гораздо дальше должна быть. Ну ладно, это на совести руководителей их. Вот аэропорт видно. Вот оно, Белое озеро. И мы молодыми вот здесь с пляжа переплывали вон туда, на то озеро. Вот дурные были. А так бы можно было бы и утонуть. И смотрите, парусник плавает. В свое время здесь рыба, гальяны, караси хорошие были. Сейчас видите, трава зеленеет. Проточки нету воды. Болотистая становится вода. Тухнет вода, короче. И домов много понастроено. Вот давно вот этот остров был. Вот здесь остров такой. Там проточка идет туда на Мархинку. Там вообще пусто было все. Да и здесь тоже пусто было. Вот оно, Белое озеро. А, кстати, вот знаменитый локатор наш на горе. Вот там прямо, я сейчас попробую приблизить. А он с тех гор бы со всех съезжали на лыжах. Вот он стоит, локатор.
Вот вокруг озера я проехал. О, там парусники. И там и несколько даже. Это с 30-й школы, наверное. Или клуб какой-то есть. Ну, чайки-то рыбку ловят, рыбка есть. Ну вот она, Белое озеро. Такое хорошее было. Вот чайка летит. Но рыба есть, значит. Голяшки-то, карасики-то есть здесь все равно. Ну вот. Такой обзорчик по Белому озеру у нас. Вон Газпром видно. Слышите, самолеты шумят. Так все детство у нас прошло под шум самолетов. Деревенские у нас не могли спать дома от шума. Постоянно прогревали самолеты. От снега чистили зимой. Шум стоял. Мы-то привыкшие. Это нас не смущало. А это рынок Белого озера. Сейчас я засниму еще наш 9-й магазин знаменитый. Все, поехали. Вот он рынок. Сейчас я его объеду здесь. По рынку не буду ехать. Там надо будет перестраиваться. Поедем здесь. Вот. Родной наш околоток. Там детсадик был. В детстве я там был. А наш район весь снесли. Ничего не осталось. Вот где машины стоят, вот как раз наш дом там и стоял. Аэропорт слева. Это у нас рынок. Белое озеро. Ничего, сигналишься. Спешит. Вот наш знаменитый магазин. Здесь пивнушка была с той стороны. Здесь виноводочная идет. Здесь мы денежку собирали под этой лестницей. А здесь продуктовый был. Но вот этого пристроя левого не было здесь. Это уже потом построили. Вот вход был продуктовый. Сейчас его закрыли. Здесь у нас клуб Гагарина. Старые снесли. Жалко, конечно. Ну, построили вот такой железный, стеклянный. Большой, конечно. Ну, по идее, это надо было сохранить все-таки старый клуб. Все-таки история была. И в неплохом состоянии она была. Это моя 24-я школа. Здесь я пошел в 1 класс. 8-летка была. Вот она. А за ней вот зеленая. Это новая 24-я школа. Директором там была сыроед Людмила Николаевна. Помню. Строгая такая женщина была. Учителя у нас хорошие были в школе.
Что не говори. А вот памятник стоит, самолет американский. Алсибу, посвященный перегонщикам самолетов. Это у нас улица Можайская. Знаменитый магазин «Полет». Продают его, не знаю, продали, нет. О, здесь одноклассников много тоже жило. И до сих пор живут. У нас улица Можайского. Андрей, сейчас я тебе покажу 30-ю школу родную. Я там учился тоже. Ну, оканчивал школу уже. Вот они, родные улицы детства и юности. А вот знаменитый Кошкин дом. О, здесь много одноклассников училось в этих домах. 19/4 Можайского. А школа вот сейчас будет за поворотом. Это у нас аптека и общежитие. Так, школа у нас здесь. Сейчас я поверну. Покажу. Как бы сказать, полное видео, чтобы было портовским. Все, приехал, прогуляемся по территории родной школы. Вот она. В 85-м я ее закончил. Вот она, родная школа. Здесь был кабинет труда, здесь директорская, учительская. Здесь вот спортзал был. Ну и сейчас он есть. Деревья-то огромные такие стали. Тут их вообще не было в наше время. Это район Тайвань. Тайваньским привет, ребята. Сейчас не знаю, Тайванем его называют или нет. В свое время Тайванем называли. Это у нас, так сказать, задняя сторона школы. Вот спортзал. Есть кабинеты. Сейчас я вас так. Так, идем. Ну, памяти, по-моему, хватает. Это гараж. Автодело когда-то было здесь. Этот гараж, по-моему, был уже. Или его только построили, не помню уже что-то. Здесь вообще ничего не было. Здесь был пустырь. Мы там на лыжах бегали. Ну вот она, 30-я школа. Здесь, я помню, какой-то кабинет у нас был. По какому предмету? Не помню уже. Давно это было. Вот она. Школа наша родная. Так, давайте-ка я попробую ее обойти. Смогу я пройти, нет? Вот здесь такой пустырек. Вот она, школа. Трехэтажная.
А за нею здесь была больница. Две больницы была. Одна деревянная, одна каменная. Одна для авиаторов, одна для общего населения. И мы туда ходили лечиться, зубы выдирать. Стоматология там была. Помню, даже врач Харитонов. Фамилия была. Ух, тут вообще джунгли. Дом построили. Частенько здесь покуривали. Но я в те года не курил. Совсем, можно сказать. А ребята, мужички, покуривали тут. Вот. Точно помню, вот здесь я был кабинет труда. Не помню преподавателя. Якут мужик. Хороший такой. И, кстати, большое ему спасибо. Научил ремеслу. И по дереву, и шлифовать, и пилить, табуретки делать. Все-таки вот этот предмет нужен нам. Для детей, для воспитания. Сейчас даже дети гвозди забить не могут. А вот каменная, видите, вот красная крыша, это вот больница. Видно. А здесь уже не узнать аэропорт. Гараж построили большой. Кузьмина 15/3. Адрес. Школа. Деревья вымахали вообще огромные. Вот она, родная школа. Сейчас я тут зафотографирую. Так, ну что, прокатимся. До главной дороги Портовской. А там уже я закончу репортаж. Проедем по улицам детства. Вот они, дома одноклассников. Детсад Теремок вот здесь по этой улице, вот здесь справа стоит он. А давайте я так прямо проеду возле Белого озера. Как раз солнышко в магазин покажу. Я так сбоку снял. Сейчас проезжаем возле магазина Теремок. Ой, магазина, говорю. Что-то мне. Магазин должен сходить. Магазин в голове. Вот он. Теремочек стоит. Сейчас повернем направо. Не пропустил меня дядька. Ладно. Вот он, Теремок. А здесь солнышко. Магазин будет сейчас. Вот оно. Ну, относительно он новый по тому времени, в котором я жил. А сейчас он, конечно, уже старый стал. Сейчас не знаю, он есть, нет? Да нет, он, по-моему, не работает. Ладно, поедем на Белое озеро.
вокруг с одного края. К 9-му магазину. Это впереди у нас школа номер 24 новая. Кстати, я в ней не был даже ни разу. Но судя по зданию, очень большое. Вот Кошкин дом. Знаменитый. Почта вот здесь вот. Она до сих пор есть. А, тут смотрите, целый этот. Целая парусная регата. Или что тут? Короче, секция какая-то. Здорово. Смотрите. Вот оно, Белое озеро. Едем мы на 9-й магазин и по Портовской. До Новопортовской доедем. И за полетом я закончу репортаж свой. Вот он, рынок Белое озеро. В советские времена вот здесь пивная была. Вот за 9-м магазином как раз. Вот прямо аэропорт Якутск. Мы едем направо. Все, до встречи, родной аэропорт. Детские пенаты. Это магазин Полет. А в этом здании аптека была. Вот эти семечки подсолнечные покупали. И жгуты для рогаток медицинские. Там лестница, кстати, до сих пор сохранилась еще. Но церковь делает. Смотрите. Купол видно. До недавнего времени там внизу лежал, уже подняли. Это тоже спортивный комплекс. Ну вот, выехали на автостраду, 50 лет. Едем в город. Улица Севастопольская. На Новопортовскую идет. Здесь у нас магазины справа. Большие. Заправки. Это уже мы с аэропортовского района выехали. Едем в город. ворваться в городок, на нашу улицу в 3 дома, где все просто и знакомо. Видите, труба там, это газ. Где без спроса входят в гости, где нет зависти и злости. Милый дом, Пригород. где Остановка, вот рождение здесь рынок справляют китайский. и, наверное,
Насте Кольной провожаю всем двором. Кто в Советском Союзе жил, знает остановку Стекольной. Помнит. Вот он как. Время кружит снеги, и разъехались соседи кто куда. И когда дома сносили, Так, ну все, на этом мы я с тобой, мой друг, шутили. репортаж свой Не заканчиваю. беда, Еще раз. раз в году письмо скупое, поздравление с Рождеством и долгих лет. Большой привет от меня. Ровно 8 диких строчек Вау. и другой какой-то почек. Заявки по Все, возможности привет. буду снимать. Всем до встречи, до свидания. Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок, на нашу улицу в 3 дома, где все просто и знакомо на денек, где без спроса входят в гости, где нет зависти и злости, милый дом, где рождение справляют и навеки провожают всем двором. Лишь во сне приходят лица, не узнать и половины ярок свет. Вот прошел почтовый ящик, открываю 2 газеты.